Прывітанне, сябры! В эфіры рубрика «Надзея запытае». Падарункі. Гэта, можна сказаць, моя любімая тэма па жыцці. Падарыць ці атрымаць, колькі разных варыянтаў. Сваімі рукамі зрабіць ці падарыць, можа, грошы. Кожнаму сваё. І зараз мы даведаемся у гродзенцаў, а як яны любяць больш атрымоўваць падарункі ці дарыць. Дазвольце запытацца, ці любіце вы дарыць падарункі, ці, можа, больш любіце іх атрымоўваць, як вот у вас, да чаго бліжэй душа ляжыць? Люблю дарить, в частности, люблю дарить все, что делаю своими руками. Ой, ну вот это ценный подарунок, это дорого. Ага. Учитывая, что когда делаешь своими руками, ты этот период создания подарка, он очень трепетный, потому что как раз я люблю снимать. Вот именно получение подарков – это самые искренние эмоции, потому что они неожиданные. Подарунок повинен быть нечаканный, як-то запланированный, як-то обсуженный, як-то обмеркованный. Ой, зависит от ситуации, да. Например, если вы собираетесь на какое новоселье, да, понятно, что лучше запланированные, потому что только обживаются люди. Если вы какие-нибудь такие по маленьким праздникам, да, то, мне кажется, может, не запланированные, то есть такое вот, что от себя. А подарунок повинен быть такие, как-то, ну, спонтанный, может, там, ну, нечаканный. Ну, не знаю, типа это может продуманный. какой-то специфический такой вот, который, ну, ты считаешь, что вот этому человеку, может, надо это. Угу. Ну вот. А так, аби что дарить, тоже как бы это Ну да. не да, тое, да, не сёе. Да. Что он потом за этим робить будет? Да. А своими руками зробленные подарунки? Ну, я вышивала, дарила, да. вот это да. Ну, носки вязала, Ой, варежки, да, вот это я дарила. Ага, скажите, может, у вас у житті був який такий подарунок, який запомнився вам і по сьогоднішній день? Щось було таке, от, може, незвичайне? Ну, не знаю, да нет, вроде бы. Мне вот, например, подарили эту кашулю и этот рушничок подарили. Ну, красиво. И я в таком захвате, это, напевно, самый таки ценный для меня подарок. Своими руками человек вышел, да. Вельми. Я помню, что папа подарил мне куклу в универмаге. У нас есть, мы из Санкт-Петербурга, у нас есть такой большой универмаг, и не все могли предоставить себе возможность еще вот по тем временам 90-х в этом универмаге что-то покупать. Я помню, папа у нас Получка назывался у родителей, заработал, да, получку, и вот он повел меня в этот универмаг и взял мне такую куклу с голубыми глазами, кудрявыми белыми волосами в плетеной корзинке. Я вот ее вспоминаю всегда. Вот эмоции, правда? Да, вот до сих пор я всегда говорю, я такая шла счастливая, у нас тоже по проспекту Москвы с этой куклы. Вот класс. Это всегда сохраняется. Класс. А у тебя есть какой-то такой да. Да. Когда мне подарили собаку. Собачку. Вот для детей вот это что-то... Она написала письмо Деду Морозу, он ее услышал. Свои эмоции, конечно, они несопоставимы, когда тебе что-то дарят, то, что тебе нравится, но и приятно очень делать приятное близким людям. Ці був якийсь подарунок у вашому житті, який ви запомнили на все життя, і сьогодні з теплом на вот вспоминаете, вот прошло шмат год, а все равно вспоминается? Знаете, наверное, это будет подарок деток, когда вот эти вот маленькие ручки делают что-то в садиках и дарят мамам подарочки. Это одно из самых приятных. Это всегда и приятно дарить, и приятно получать, потому что ты видишь реакцию на подарок, ну, то есть ты даришь всегда от души, я не знаю, как кто, но я от души дарю подарки, поэтому мне приятно дарить, и мне приятно принимать, потому что я знаю, что человек, если мне дарит человек подарок, он дарит это от души. А ці був якийсь подарунок у вашому житті, який, ну, запомнився так, от, що вот все життя помните про його? Ну вот у меня был недавно день рождения, мне подарили такой красивый перстенок. Вельми. Да, я его помню, потому что я его ношу. Ну, такие-то и забыть тяжко. Да, ну, мама мне дарила всякие украшения, мне приятно получать. Наверное, больше дарить, ага. Потому что больше потом как-то приятно на душе, что ты другому человеку сделал что-то хорошее. Ага. А як ви лічите, вот сейчас модно вот это виш-листы, вот эти вот, когда пишут, что хочу, да? Як ви лічите, вот это как бы правильный такой момент, чи все-таки подарунок повинен быть, ну, як-то больше от души человека, который дарит? Для меня полезно виш-лист, когда с человеком, допустим, мало знакомо, хочется сделать приятно, не хочется не угадать, а так ты наверняка уверен, что подаришь то, что ему надо. А если от души есть подарок, то не обязательно придерживаться виш-листа и дарить то, как считаешь нужным, если думаешь, что это человека порадует. Мы на все праздники дарим друг другу с супругой и с дочкой подарки.
Ага. Вот, и получать приятно, и дарить вдвойне приятнее. Вдвойне приятнее дарить Да, все-таки. особенно когда вот видно, что подарок нравится, вот, восторг, восхищение у второй половинки своей вдвойне приятнее. А подарок должен быть запланирован? То есть вы так послушаете, что она там хотела? Или вы сами себе выбрали, и потом уже смотрите, понравилось ей, не понравилось? По-разному. Но в основном, конечно, с подсказками. Ну да. Вам лучше подсказать, мы это тоже знаем. А лучше намекнуть, а лучше вообще прямо сказать. Купи мне то-то, то-то. А потом, ой, какой подарок неожиданный. Да. Знаете, сейчас мало кого теперь чем-то удивишь, как, ну, раньше я тут человек уже, знаете, как как ваша мама по возрасту, считайте, да, этот самый, ну, человек Советского Союза, как бы, ребенок Советского Союза, когда были дефициты. Теперь как-то деньги, потому что, ну... Пойди сам себе что хочешь. Да, что хочешь и купишь, ну, как-то так вот. Ну, Такой час настал. но такой час, да, сейчас как-то не удивишь ничем, особенно детей. Да, о, это все уже. Да. Столько цацок, столько всего, я хочу только на Ну, у нас-то, ну, вы в 90-х росли, у вас было ничего там, было... Одна лялька была, и все. Ну, а я в 70-х, ну, росла, у нас тоже там куклы такие эти, плюшевые мишки Так, были, ну, такие. Сейчас модно вот это виш-лист. Вот Да. из виш-листа или все-таки от себе, от души вот это вот Ну, и так нормально, но больше от фіш-листа. от виш-листа. Ну от молодь час то я як-то зовсім по-другому кумекаєте ви. Ми як-то все чекаємо, що сам ніхто там додумається, нечто подориться, а вот это ви кажете, що от віш, ну це практично, це так практично. А ці був у вашому житті якийсь такий подарунок, який запомнився вам на все життя? Да, я маме дарила очень крутую открытку недавно, и мама заплакала аж. Ага. Ну, было ей приятно, мне тоже приятно подарить подарок. Больше подарки я, конечно, люблю дарить. Мгм. Вот почему-то всегда продумывать для людей, которые мне приятны, которых я люблю. Всегда заранее. Не должен быть подарок шикарный, но дарю то, что меня бы тоже удивило, вдохновило, порадовало. Но когда тебя радуют, тоже принимаю с удовольствием. Я не буду говорить, наверное, какие подарки в семье муж дарил, ну, чтобы не расстраивать других женщин. А так как я по профессии учитель, всегда вот мне памятно, вот было такое, когда собрали сборку из каких-то вот фотографий, вот эти вот моменты запечатлили, обратно же это дорогого стоит, и оно у меня стоит, напоминает, вот мне вот такие вот моменты приятно. Я вот сейчас вот тоже для истории, если вы позволите с вами сфотографироваться, Так, тоже так, мне обов'язково, будет это, я обов'язково, веду не Инстаграма. У меня Вот есть это так само три магнита. У меня 3 курси, які я випустила з коледжу мистецтва. У мене є 3 магніта з моїми учнями. Вони мені так само подарили. А зараз фото на пам'ять. Да, Так. кто у нас самый оператор?